Ассаламу алейкум. Витаю вас, друзья. Сегодня 11 июля 2024 года. С вами снова я, Аслан Арцуев, на канале в YouTube Реалити и на канале Аслан Арцуев ТикТок. Друзья, я вас всех сердечно приветствую. Так, напоминаю вам, что если вы находитесь во временно оккупированной Чеченской Республике Ичкерия, либо фашистской России, напоминаю, не ставьте лайки, не пишите комментарии и не распространяйте ссылку на наш стрим. Так, может сделать картинку получше, да? Так. Ну ладно, сойдет так, я думаю. Так. Комментарии почему никто не пишете? Кто-нибудь в YouTube? Валейкум салам из Казахстана. Аллах, Казахстан. А кто-нибудь в YouTube, напишите мне, пожалуйста, комментарий, чтобы я увидел, что у меня все работает. Любую там букву можете просто поставить. Валейкум салам. Адиас. Ассаламу алейкум. Оша. Валейкум салам. Все, человек мира, спасибо тебе. Добрый день, Асан. Какую сегодня тему обсуждать будешь? Здравствуйте, человек мира. Спасибо, что написали. Проверка прошла успешно. Шамиль, алейкум салам. Тема сегодняшняя у нас будет в основном, конечно, как обычно, ситуация в Украине и ситуация в Австрии. В данном случае сейчас происходит попытка втянуть чеченцев в очередную какую-нибудь там заварушку для того, чтобы снова дискредитировать чеченцев. Ну и, конечно же, чтобы правые получили больше голосов. Как известно, в Сирии, вернее, в Австрии, в Вене проживает там одно племя, сирийское арабское племя, которое насчитывает около 300 тысяч человек. И они занимаются всякими разными вещами, в том числе и преступлениями, продажей наркотиков и так далее. И по какому-то странному стечению обстоятельств произошел случай, что якобы какие-то чеченцы отбирали что-то у их барыг, и за это не этих чеченцев начали эти преследовать, а женщину с 15-летним мальчиком, которая шла просто по парку, спросили, чеченка ли она или нет, и за это и напали на нее, избили. Это чистая классическая провокация. Побить женщину, докоснуться до женщины, это считается у чеченцев большим оскорблением, и те люди, кто это делал, они знали, что делают, и таким вот образом спровоцировали чеченцев. Произошла драка, как я понимаю, всей информацией я не владею, произошла драка, после этого какие-то ребята, говорят, пошли куда-то что-то выяснять, ну и все объявлены в розыск, все там, не знаю, входят ли туда не только чеченцы, но чеченцы объявлены в розыск, которые потом где-то что-то сделали. Одновременно с этим я лично давно уже видел, что какие-то процессы идут. В Австрии находятся, можно сказать, в каждой стране, во Франции, в Германии и особенно в Австрии есть ячейки российских террористических служб, которые прикрываются религиозным контекстом, представляются такими ярыми, какими-то ярыми религиозниками, и вот они вот таким вот образом дискредитируют чеченцев и тем самым
одновременно с этим западным, здесь, европейским странам, они объясняют, мы же боремся с международным терроризмом. Ну, конечно, все борются с международным терроризмом. Ну, вот мы их вам выявляем. И реально выявляют. Сами создают, правда, а потом их выявляют. Сами их напичкивают этой пропагандой, подготавливают их. Как, например, это было в случае с отправкой чеченцев в Чеченскую республику Ичкерия. 12 чеченцев, которые через Грузию, через ущелье Лапота должны были войти на территорию Чеченской республики Ичкерия, где по абсолютно случайному, якобы, совпадению русские проводили учения Кавказ-2020, или когда это было, в 2020 году, если я не ошибаюсь. Эти люди должны были зайти, их должны были российские, вот эти, кто проводит учения, уничтожить. И после этого российские войска должны были зайти на территорию Грузии. Это была провокация. Ребята, которые туда шли, они не знали, по крайней мере, все, я не могу утверждать, кто-то знал, так как один из тех, кто их организовывал, собирал, так же, как он их отправлял в Сирию, и он не один, там большая в Вене, в Австрии, вот эта ячейка ГРУшных террористов, которые некоторые говорят на чеченском языке. И его зовут Магомед Ибрагимов, или Ибрагим Магомедов по кличке Абу Хамза, или же Малыш его еще называют. Это, видимо, в ГРУ его Малыш называют, а когда он среди мусульман, там его зовут Абу Хамза. Этот человек был задержан, арестован за террористическую деятельность, и на суде, когда ему задали вопрос, почему вы отправили людей в Лапоту, он спокойно сказал, я на контакте, мой куратор, его куратор, является Ислам Кадыров, он работает на российскую разведку, и тем самым он помогает Австрии избавиться от террористов. То есть он провоцирует, а не он один, это только один такой, кого поймали, задержали, а есть еще идеологи. И они все друг с другом связаны. Вся проблема у чеченцев, наша проблема заключается в том, что чеченцев, национально-освободительную борьбу чеченцев пристегнули к международному терроризму, вложив большие усилия, российские террористы, взорвав в 2001 году, 11 сентября, высотки в Нью-Йорке, переключив внимание Запада и Америки на Афганистан, затем Ирак, в который тоже не следовало заходить, я думаю. Но произошли вот эти события, и благодаря этому борьба чеченцев за свою свободу была переключена, потому что русские давали информацию, русские боролись с терроризмом, предоставляли Ульяновски базу для НАТО, да, вот это страшное НАТО оказалось не таким страшным, как Аслан Масхадов, который, как выяснилось, да, как говорит Шамиль Басаев на митинге, не хотел опозорить Россию и из-за этого не поехал в Страсбург, когда его приглашали здесь европейские страны, так как он не хотел, дал слово Лебедю Александру, что он не опозорит Россию, типа, и так далее, и так далее. О каком позоре может говорить, непонятно, конечно, но это фактически было очень... Сейчас это слышать, это просто невероятно. Невероятно просто. Получается, именно Аслан Масхадов является тот, кто вверг нашу страну во Вторую русско-чеченскую войну. Если бы он изначально не принял, если принял бы правильные меры, и Запад нас признал, Второй войны не было бы. Ну, вот получилось то, что получилось. И вот получается вот такая вот ситуация, когда... российские спецслужбы здесь, в Европе, начинают вести свою вот эту античеченскую деятельность совместно с австрийскими, с немецкими, французскими, турецкими, со всеми спецслужбами борются против чеченцев, обзывая их любыми разными там названиями. Может, террористы, исламисты, каратисты. Да, реально есть исламисты, есть каратисты, есть, всякие есть.
Но представляют ли они угрозу, если их не теребить, а оставить их как есть, или же просто их локализовать, там, им не дать возможности друг с другом собираться, или запретить им вход в интернет, откуда они получают эту пропаганду. Они же здесь в Европе живут, эти все люди. Вот такие вот вещи происходят. И сейчас, когда нагнетается обстановка, она без сомнения нагнетается теми силами, которые якобы борются с терроризмом на территории Австрии, из россиян, я имею в виду, или чеченоговорящих, либо это делается совместно с местными структурами по выявлению. Конечно, доказательств у меня нет, это сложно все это доказать, но в итоге мы видим то, что блогер, один из самых известных чеченоговорящих блогеров, его зовут Мойс, который является пропутинским, пророссийским. Сейчас якобы он говорит, что он не пророссийский, но этот человек сам мог не знать, это абсолютно нормально в такой ситуации. Его задача, вот этого Мойса, у него миллионы там подписчиков, он вещает на немецком языке, он не говорит на чеченском, говорит он на чеченском, но он не вещает на чеченском языке. И вот он в эти дни начал вещать на чеченском языке. Причем начал употреблять такие обороты речи, которые, ну, в принципе, он никогда не употреблял. Такие как христиане, евреи, вот эти вещи он никогда не говорил, потому что как бы никакого отношения ни к религии, ни к радикалам не имел. Но то, что он, если нужно, через кого-то может организовать людей, собрать людей, в этом мы убедились. Этот человек начал созывать, у него проблема, там, семейные какие-то проблемы, и он начал созывать людей туда, в Австрию, в Вену, что он, типа, разоблачит свою жену, там, ну, бред, короче, собачий, который обычно чеченцы, необычно, в первый раз я от чеченца такое слышу, и я вообще сомневаюсь, что он чеченец. Но в итоге получилось, и он, и ряд других деятелей начали созывать. На мой взгляд, это делается для того, чтобы позывать туда чеченцев в Австрию, и сирийцам, у них есть антиасадовская оппозиция, они ненавидят турков, с турками, ну, короче, большой такой клубок там у них, у сирийцев самих. И этим сирийцам сообщить, что вот смотрите, тут собрались чеченцы, а они собрались там по просьбе Мойса там узнать какую-нибудь там деликатную вещь про его жену, там что-то такое, о чем говорил Мойс, созывая всех. Но сирийцам об этом не обязательно знать все, потому что по странному стечению обстоятельств Мойс начал говорить на чеченском эти вещи. Всегда он говорил на немецком. Значит, обращается к чеченцам и дает понять, чтобы никто не понял. И на что я еще обратил внимание, там под его видео был комментарий, что, пожалуйста, не переводите с чеченского языка на другие языки. Ну, как раз мне прислали видео, уже переведенное на немецкий язык, и я выложил у себя на канале это видео. И вот таким вот образом сирийцам сообщают, что вот приехали чеченская банда, чеченская мафия, вот давайте сейчас сразимся, а те приехали вообще по другому поводу. И эти подтянутся, там перестрелка, там ранение, убийство, любая кровь малейшая, и все, и эскалация происходит. Ну и налицо сирийцы, банда сирийцев, налицо съехавшиеся чеченцы, все готово, как уже средства, все массы средств, ну не все. В ТикТок тоже, это тоже о многом говорит, в ТикТок появляются видеоролики, где как будто это новостной выпуск на немецком языке, преподносится, что чеченская, сирийская мафия друг с другом там схлестнулись, там что-то не поделили и так далее, и так далее. На самом деле ничего этого даже близко нет. И я призываю всю молодежь в Австрии, и не только молодежь, и парни, и девушки, кто говорит на немецком языке, пожалуйста, создавайте ролики, записывайте видео, говорите, что вы против вот этих всех вбросов, против, что делать, что это провокация против чеченцев, что никаких чеченских банд в Австрии нет, а если они есть, то это банды, которые связаны с российской разведкой
и с местной австрийской разведкой. Поэтому попрошу поискать у себя там внутри, в своих архивах, материалах, кто всем этим занимается. Других чеченских банд нет. Нет, понимаете, просто-напросто их не существует. Никаких организованных банд. Да, может быть, какие-то преступники имеются. Больше ничего, более ничего такого нет. Мойс говорит, что он из религии вышел. Ну, понятно, что это его сугубо личное дело, но сам факт того, что вот этот человек был задействован, а он связан с Россией, он в майке «Россия», там был, это такой ход подтвердить, что я ваш. Он одел вот эту майку, ну, майка или что это там был, свитер был, где было написано «Россия» и герб России. Эта фотография тоже у меня имеется, и я ее выкладывал, и в Фейсбуке есть, и в Ютубе я выкладывал, и так далее, и так далее. Поэтому я утверждаю, что в Вене готовится провокация, уже идет процесс этой провокации, вбросы идут, что вот там чеченские эти, потом подхватывают какие-то. Очень важно отметить, какие средства массовой информации принимают участие официально, не вот голосом, компьютером сделаны, где вот ролики в ТикТок появляются, что чеченские банды, сирийские банды. Даже есть там один ролик, я видел, человек уже с микрофоном сам говорит, якобы какой-то там журналист там или какой-то блогер. И вот эти вещи указывают мне на то, что готовится, мы знаем, что постоянно против нас ведется античеченская деятельность российскими спецслужбами и теми предателями и мерзавцами, которые им здесь способствуют из местных. И вот эти вещи мы должны знать. Я еще раз обращаюсь к молодежи, кто живет в Австрии, кто живет в Швейцарии, кто живет в Германии, кто говорит на немецком языке. Пожалуйста, создавайте ролики, и у вас больше даже информации, чем у меня. Вы находитесь в немецком информационном поле, поэтому находите детали, создавайте ролики, пишите об этом, распространяйте, можете открыто об этом говорить. Это никак не связано с русней. Ну, про русню вам все это говорить не надо, как я это говорю. Просто скажите, что никакого отношения не имеет вот это действие к чеченцам, что чеченцы абсолютно лояльны к местным властям и не собираются никаких там устраивать поножовщин, драк и так далее. Потом мне говорят, там некоторые говорят, почему нас там побили, нас там это, хотя и обратка тоже там уже была, там один парень, чеченец, тоже получил ранение, находится в больнице, слава богу, выжил. И почему на нас нападают, а мы должны молчать там и так далее, и так далее. Там один говорит, что он там за чеченцев готов умереть там и так далее, и так далее. Я понимаю праведный гнев, он обоснован, есть все основания, специально делается эта провокация, этот гнев обоснован. Но мы живем в правовых государствах, в которых мы обязались соблюдать закон. И мы обязаны, мы можем высказывать свое мнение, быть недовольными австрийскими спецслужбами, австрийской полицией, австрийскими политиками, кем угодно. Но нарушать закон мы не имеем права. И мы это должны четко усвоить. Если кто-то очень сильно переживает за чеченцев и не может не отомстить там кому-то за чеченцев, то огромная есть возможность поехать в Украину и там уже мстить за 300 тысяч убитых граждан Чеченской Республики Ичкерия. И в полной мере и вооружение есть, экипировка есть, и провиант, и провизия, все, что необходимо имеется. Пожалуйста, все в Украину и там восстанавливайте имя доброе чеченцев и занимайтесь сатисфакцией. Поэтому так по-другому это никак нельзя сделать. Вы должны обратиться в полицию, вы должны действовать по закону. Вот это и есть гражданское общество, когда вы, чеченцы, молодые чеченцы, чеченки, когда вы начинаете отстаивать свои права, действуя в рамках местного законодательства. Вы и есть, таким образом мы становимся гражданским обществом, о котором я вот вам 5 лет твержу.
когда вы отстаиваете свои права. У вас должны быть юристы, журналисты, блогеры, правозащитники. И вот таким вот образом мы сможем везде, кто-то в Австрии, кто-то во Франции, во всех странах Европы мы есть, мы сможем вот таким вот образом отстаивать свои права. И ни в коем случае не бежать там, нападать на бандитов и мстить им и так далее, и так далее. То мы делали, когда мы находились у себя в стране, когда к нам пришли там, например, террористы и оккупанты. Это мы делали в фашистской России, потому что там закона нет, и все вокруг враги, все вас ненавидят. Полиция всегда будет на стороне, кто против чеченцев. Это мы все знаем прекрасно. Ну, если это, конечно, не продажные чеченцы, которые за Россию. Простые чеченцы всегда будут в России в минусе. Вот да, в таком случае вы, если у вас другого способа нет найти справедливость, то тогда в таком случае у вас не остается другого способа, кроме как наказать преступника уже самоуправством, скажем так. Этим категорически нельзя. Не то, что я вот учился в Петербурге, в Москве происходила какая-то драка, 800 километров. Мы садились на поезд и ехали 800 километров, чтобы подраться, когда мы были студентами. Поэтому абсолютно я прекрасно понимаю, я ни в коем случае не собираюсь там выгораживать тех людей, которые нападают на нас. Но при всем при этом мы должны понимать, что только лишь в рамках закона мы сможем добиться результата, не просто наказать обидчика, но еще сделать это так, чтобы далее мы сами не пострадали от этого. Какой толк, если мы хотим наказать обидчика и еще больше сами потом пострадаем от этого? Когда есть совсем другие, просто нужно использовать немножко мозг. Даже много его не надо использовать. Попробуйте его немножко использовать. И в таком случае все будет отлично. Наша сила в свободе слова. Наша сила в том, что мы можем правовым методом отстаивать свои права. Это огромнейшая сила. И мы должны ею пользоваться, а не быть, не хочу сказать плохим словом, нехорошими, тупыми какими-нибудь людьми, которых будут просто так использовать. Так, давайте почитаем ваши комментарии, друзья. Так. Так, друзья, я тут комментарии здесь не ограничил, поэтому забыл просто включить вот это ограничение для них. Ну, друзья, я прошу вот этих всех хейтеров, ну, этих троллей, которые за бабки здесь работают, отвечать им вместо меня. Алейкум ассалам, сахоби нохчи ам. Давайте почитаем ТикТок. Здесь дагестанец мне 05-м регионом, и салам я у тебя не беру, потому что ты недостоин. Пишет там, что Басаев захватил роддом и так далее, и так далее. Да, операция, которую провел Шамиль Басаев по захвату города Буденновск, города, да, чтобы вы знали, которую вот этот пишет мне, дагестанец, по всей видимости, 05 у него стоит, у которого никогда не хватит духа ради своего народа пойти на такой отчаянный шаг.
Шамиль Басаев около, там, по разным данным 200, по другим данным 70 бойцов было, ну, там, неизвестно мне точно эта информация. После того, как русские террористы убили его 12 членов его семьи, его сестру в том числе, дядю и в основном детей, через буквально 2 недели или 10 дней Шамиль Басаев со своими бойцами взял город, российский город Буденновск. Захватил, они нейтрализовали отдел милиции, тогда это милиция называлась, города Буденновска. Там они получили и ранения, и погибшие у них были. Взяли весь город собрали на площади. И так как у них были раненые, и они уже дальше не могли двигаться, они планировали пойти на Москву, но в силу обстоятельств у них не получилось дойти, так как местные менты попросили много денег, а у них не было денег заплатить им пришлось начать свою операцию в Буденновске. Затем был собраны все люди на площади, и все со своими ранеными и убитыми чеченцы пошли в больницу города Буденновск. Больница в городе Буденновск является самой большой в Ставропольском крае, и там, да, есть родильное отделение с краю. Как только туда Шамиль Басаев зашел, он своих раненых отдал на лечение, трупы перенесли в морги, заняли оборону, всех заложников загнали туда. Там были захвачены, лечились летчики, которые бомбили чеченцев. Они потом были, после того, как требования не были выполнены и начали обстреливать их, они были расстреляны. В итоге, как только русские начали обстреливать больницу, Басаев выпустил всех роженец, всех новорожденных вот этих детей, все из родильного отделения. Но ублюдочная русская пропаганда, и этот ублюдок почему-то всегда хочет сказать про роддом. Они так боялись Шамиля Басаева, что вот только так они могут ему что-то сказать. До того, они когда слышали имя, не просто видели его или его бойцов, когда шли, просто когда имя вот этот чувак, я уверен, у него сразу же происходило самопроизвольное расслабление тела. Поэтому вот эти люди вот таким образом пытаются преподнести. Мы, маленький чеченский народ, малочисленный чеченский народ, сражались против огромной ядерной державы, которая является абсолютно беспринципной, аморальной, безнравственной, лицемерной, циничной, свинской, как ее называл Шамиль Басаев. И вот этот ублюдок, который является подхалопным, также, скорее всего, принимал участие против нашего государства. У нас не было другого выбора, другого выхода, кроме как, Шамиль Басаев это называл, принуждение к миру, кроме как таким образом попробовать ублюдочную Россию, ее руководство привлечь, принудить к миру. И обратите внимание, что ублюдочная Россия и вот этот подхалопник, который является всего лишь под ними, когда в Грузии в 2008 году они напали на Грузию очередной раз, они назвали это принуждение к миру Грузию. То есть они учились у нас. Сейчас они воюют, тогда у нас не было артиллерии, и им окапываться особо не нужно было. Сейчас у Украины очень мощная артиллерия, очень хорошая, очень профессиональная артиллерия, ну и, конечно, зарубежное орудие. Они вот сейчас окапываются так, как окапывались мы, так как они знают, как мы рыли окопы и так далее, и так далее. Поэтому вот эти товарищи должны знать, что у нас не было другого выбора, кроме как бороться с Россией такими вот методами для того, чтобы только лишь принудить к ее миру. Ни женщин, ни детей Шамиль Басаев не расстреливал никогда, ни безоружных людей не расстреливал, только по приговору суда, если это было. Так
фашистская русня сама убивала своих, вот эти, спросите, кто тогда, сейчас, может, уже мнение поменялось, но тогда они, после того, как их отпустили, они уже были свободными людьми, они высокую оценку давали Шамилю Басаеву и его бойцам. Но этим ублюдкам этого будет сложно понять, да? Так что вот так вот. Так, Артикич Духшарца. Мошенник Уза. Ой, твой, да? ФСБ потихоньку сливает тех, кто бомбил больницу в Киеве. Ну, конечно, ФСБ сейчас выстроилась в очередь в ЦРУ. Это известный факт. Генералы бегут, сдают информацию. Конечно же, сейчас остались так люди, которые еще какую-то верят в победу и так далее, но по большей части КГБшники, ФСБшники, которые хорошо владеют ситуацией, информацией, они абсолютно спокойно уже сдают информацию и переходят на сторону Украины, можно сказать так. Женя Бижонов. Ты, когда русней обзываешь, будь готов услышать свое имя зверек обрезанный. Женя, ну ты, конечно, обычный хрюндель, да? Я тоже тебе могу ответить. Но дело в том, что я не оскорбляю твою русню. Вы же Чечня говорите, я русня говорю. А что здесь такого? Почему вы обижаетесь? Вы даже, ублюдки, подумать не можете элементарно. А зверек вы же всегда называете, даже если я говорил бы великая, там, могущая, там, всемогущая и так далее, русня, российская там, держава, вы все равно в этом случае называли нас зверьками, понимаешь? Я вас знаю как облуплен, это вы нас не знаете, а мы вас знаем просто насквозь, просто, понимаешь? Мы знаем, что когда вы рот открываете, высоту вашего каблука мы знаем. Поэтому это все туфта, конечно, то, что ты говоришь. Так что зверек, не зверек, пошел ты. Мне про зверька знаешь, кто рассказал? А? Когда вы нас зверьками называли? А? Мой отец мне рассказал, когда он был в Казахстане, первый класс он когда пошел, кстати говоря, его русская женщина отправила в первый класс, потому что у него не было ни матери, отец где-то там был, и он остался один, и где-то он что-то там на рынке, по-моему, еду, по-моему, яблоко, что ли, он своровал. Его там побили, вот продавец побил. А ему было 6, по-моему, лет, или 5 лет тогда было. И он беспризорником с бандой там тусовался, да. Его в форточку закидывали, а он дверь открывал. И так вам раскрою небольшую историю своего отца. И его женщина забрала, как его бил этот продавец, она у него отобрала его, русская женщина, и привела к себе домой, накормила, там, 3-10, и пришел ее муж домой. А он как раз уже хотел, она его уже выпроваживала, покормила, там, отбила от продавца, и все, покушал, иди. И он ходит, и тот муж, отец, а у этой женщины 2 сына и дочка, старше моего отца, все 3. И муж домой приходит и начинает бить свою жену, ну, по традиции. И все 3 ребенка ничего не делали и сидели в сторонке, видимо, тоже зашуганные, забитые этим папой. И мой отец набросился на него, схватил его за ногу, там начал его оттаскивать, там бить его пытаться, как он рассказывает. И в итоге эта женщина его пожалела, и этот мужик тоже перестал бить эту свою жену. И она оставила его у себя. И так он пошел в 1 класс. И когда он пришел в 1 класс,
Он не знал, о чем говорит, о чем-то учительница спросила. Он потянул руку, я не помню сейчас все детали, по-моему, он хотел попроситься выйти, или все поднимали руку, он тоже как бы как все поднял руку, шестилетний ребенок. И учитель сказал, ну говори. А он встал и не знал, что сказать. И тогда сказала ему учительница, садись, звереныш. И он говорит, ему сейчас 75 лет, моему отцу. Он говорит, сейчас я это помню, как будто это сейчас произошло. Вот это в первый раз он услышал. Поэтому ваши вот эти зверек, звереныш, там еще какие-то чурка, черномазы, еще хуже вы делаете. Да, мы просто знаем, кто вы. Вы таким образом еще сильнее подчеркиваете разницу между нами. Спасибо, что вам еще сказать. Андротелли, говорит, Басаев расстреливал грузинов, мирных абхазов в Грузии, и на стадионе футбол играли, отрезанными головами Гагры. Ну, я слышал эту ложь, которую вы часто распространяете, грузины некоторые. Я знаю, что среди вас есть очень много пророссийских мерзавцев, и сейчас это подтверждается вашей политической той жизнью, которая сейчас там происходит. Это абсолютно ложь, абсолютнейшая. Если бы, ну, во-первых, ну, не по-чеченски отрезать кому-то голову, играть в футбол, но это чисто русское, или там, может быть, у тебя это принято, у нас это не принято, это раз. Во-вторых, какую же он такую ненависть испытывал к грузинам, что он отрезал голову, играл их головами, что это абсолютная ложь, еще раз, я утверждаю это. И ни разу он почему-то не сыграл головой ни одним русским, которые убили его родственников, его отца, его всех, кого только возможно было, всю его семью, брата, ну всех, кого только возможно. Почему никогда он не издевался даже над русскими пленными? Никогда не отрезал голову, не играл в футбол. Это ваша выдуманная, ваша больная фантазия. Грузины, те, кто это утверждает, заткнитесь, а. Если вы ненавидите нас, чеченцев, за то, что вы хотите лизать русским пятки, пожалуйста, лежите, ну, оставьте нас и умершего Басаева. Мертвого льва любой шакал может укусить. Да? Надо было, когда живой, говорить вот эти вещи. Ему лично поехал бы, сказал бы, а что сейчас тут рассказываете? Ложь абсолютную, я еще раз утверждаю. Никогда Шамиль Басаев этого не делал. Шамиль Басаев соблюдал правила и обычаи ведения войны. Всегда. И не только Шамиль Басаев. Посмотрите, в Украине наши бойцы как соблюдают. Даже те, кто на стороне России, они соблюдают. Это наш этикет. Да, есть, конечно, разные там представители на российской стороне, но на украинской стороне вы никогда таких людей не увидите. Потому что эти люди борются, настоящие, которые, не то, которых Россия туда заслала, а настоящие, которые есть там. Не Джамбетовы, майоры Закаева какие-нибудь, которые могут такое сделать. А нормальные чеченцы этого не делают и не могут сделать. Поэтому не надо вот эту ложь тут распространять. Да. Аслан, действительно, не надо оскорблять русских. Неправильно это, надо уважительно говорить даже про врага. Но я не знаю, о чем ты говоришь. Я русских не оскорбляю. Я отношусь с большим уважением ко всем народам, в том числе и к русским. У меня есть люди, я не могу это говорить, все озвучивать, чтобы эти люди не пострадали. Они находятся в фашистской России. И люди, которые мне помогали, которые не только, не потому что я им безвозмездно, даже тайно, понимаете, тайно, я узнавал это потом, что вот мне кто-то помог. Поэтому разные были люди, и я, конечно же, никогда не говорю про русских. Я говорю про русских имперцев. Да, к ним я испытываю презрение, к русской империи я испытываю презрение, как к дохлой скотине, понимаете? А русские в Украине воюют. Вот здесь у меня есть на канале YouTube русский парень, который заходит, воюет в Украине, в ЗСУ, и огромное количество русских воюет на стороне своей страны, Украины.
Даже есть русские, которые перешли россияне есть, которые перешли на сторону Украины и воюют за Украину. Я к этим людям отношусь с большущим уважением. И только лишь даже, если у меня не было никакого опыта общения с русскими, только лишь из-за уважения к этим русским, я бы не говорил бы про всех русских, которые находятся там, плохо. Но я еще раз говорю, их большинство, русских имперцев и русская империя, которая это одна из скреп русской культуры, это факт, который нет смысла отрицать, потому что это очевидно. Большинство, они русские империалисты. А этот империализм сегодня течет кровь украинцев, вчера у грузин, вчера у сирийцев, позавчера у грузин, и чуть ранее продолжает течь у чеченцев кровь, которую проливают вот эти русские империалисты. Это фашня, к которой я отношусь с презрением, как к дохлой скотине. Вот и все. Не Грозный, а Джахар-Гал. Совершенно верно. Бывший Грозный, ныне Джахар-Гал. Так. Таня Волга говорит, теперь всем понятно, за что Сталин ненавидел чеченцев. Сначала продались Гитлеру и так далее, там заканчивается комментарий. Таня Волга, а за что Сталин ненавидел миллионы русских, которых он репрессировал и расстрелял? Можешь объяснить? Ладно, чеченцев там за что-то там ненавидел. А за что он ненавидел русских тогда? Да, тоже продались. А почему всех тогда он не уничтожил, как русских, а только чеченцев? А еще один тебе вопрос тогда очень любопытный. Мы продались Гитлеру, ты говоришь. А ты можешь, в YouTube, в Google это легко можно проверить. Можешь посмотреть, в каком году, какого числа, в каком месяце немцы оккупировали Чечено-Ингушетию. Можешь подтвердить этот момент, сказать? А? В 1944 году, когда депортировали, или, может быть, до 1944 года, может, немцы, нацисты оккупировали Чечено-Ингушетию, я тебе открою тайну. Немцы, ни одна нога немцев, может, какой десант скидывался, ни одна нога немцев не ступала на землю на Чечено-Ингушскую землю. Понимаешь? А когда нас депортировали, все наши мужчины были на фронте. Потому что если они не были бы на фронте, их расстреляли бы или посадили бы. Как скоро будет у вас на России. Тотальная мобилизация тогда была. Вы депортировали наших женщин и детей, и стариков. Понимаешь? Вот ваша доблесть. Вы подло всех мужчин отправили на войну, и всех женщин, детей и стариков, там, может, отдельных мужчин, которые оставались по разным причинам дома, вы их депортировали. Всех до единого. Понимаешь? Ты мне говоришь, продались. И когда это произошло? Когда все мужчины на фронте, а сам фронт, линия фронта, находится уже в Европе. Европа-то имеется в виду сегодняшняя, вот это Европейский Союз, который территория. Европа-то и Кавказ, и Чеченская республика, Ичкерия, Европа. Вы наглые, лживые мерзавцы, которые не знаете никакой истории. Повторяете штампы.
Это было сделано для того, чтобы чеченцы, которые вернутся с фронтов, подружившись с русскими, сейчас вы сделаете то же самое, кстати говоря. Потому что сейчас в окопах русские и чеченцы дружатся. И они подружатся. И тогда они подружились, и не только русские и чеченцы, все остальные. У них уже не было национальных различий. Когда тебе жизнь спасает русский, ты не думаешь, что русские плохие. Или если он чеченец спасает жизнь, ты не думаешь уже, что чеченец. Он твой брат уже. Понимаешь? И чтобы чеченцы не подняли бучу и не свергли ублюдочного массового убийцу Сталина и этого Жукова, который трупами усеивал просто все. Спрос, чтобы с них не было сделан, первая угроза, как грузин, он знал нас очень хорошо, он предпочел нас уничтожить все. Не было никакой депортации. Это был геноцид под видом депортации, прикрытием, что мы типа депортируем с одной части своей страны на другую часть своей страны. А на самом деле это было просто убийство, народоубийство это было. Понимаете? И вы, которые это оправдываете, вы заслуживаете получить то, что вы оправдываете в отношении там, украинцев, чеченцев, ингушей, других людей. Вот вы какие. Вы фашня, которая абсолютно безграмотная, с 3 классами образования, тупая до безобразия, плюс жестокая и циничная. Вот так. Так, можно вопрос? Конечно, можно. Подписываюсь, контент топ. Абсолютно, конечно, подписывайтесь. У нас есть YouTube канал Reality, HRCI, просто Reality Аслан Арцуев. Наберете, кстати, у вас в TikTok есть ссылка на мой YouTube канал, в TikTok есть. Ну, а в YouTube есть ссылка на TikTok. Если потеряете меня где-то, потому что меня постоянно атакуют, я занесен в список иноагентов, то есть ичкерийских агентов, кем я с гордостью являюсь. Поэтому канал мой на территории Фашни запрещен, YouTube канал Reality. Поэтому имейте в виду, Дион. Хватит пропаганду американскую проповедовать. Кава, ну какая-то американская, я все про чеченскую тему говорю. Я чеченец, я правозащитник, я юрист. Я всю свою жизнь, вот моя вся сознательная жизнь, 17 лет ваша ублюдочная страна напала на мою страну, из которой мы ее создали после развала Советского Союза, соблюдя ленинскую, сталинскую, последнего образца все конституции СССР, соблюли международное право, соблюли все возможные только правила, развалился Советский Союз, и все страны получили свободу. Мы еще, когда был Советский Союз в 90-м году, 25 ноября, уже перед развалом, за полгода до развала, призная, у нас чеченцы очень умный народ, зная, что Советский Союз будет разваливаться, мы подготовились, провели ОКЧН, Общенациональный конгресс чеченского народа, 25 ноября 1990 года, во время Советского Союза. Избрали председателем Джохара Дудаева, бывшего советского генерала. И вообще жили с вами абсолютно без проблем. Не собирались с вами ни ругаться, ни воевать. И мы не верили, что вы на нас нападете. Ну вот вы, вот такая вот фашня, ваша ублюдочная империя, она... Причем здесь американцы, я не понимаю вообще, абсолютно. Причем здесь американцы? Я тебе рассказываю свою историю. Американцы тут вообще ни при чем. Всем, кто замужем за русню, вы не интересны. Ваши вопросы тоже подхолопные. Мохматхо. Согласен. Скажу одно, будет расклад такой, или Россия победит всех, или никого вообще не будет. Другого варианта нет, Россию не взять. Олежик, дорогой Дэн, мы знаем это все прекрасно. Мы знаем ваши понты, знаем, что ваши понты, да, я тебе одну историю расскажу из своей жизни. Я думал, что чеченцы, ингуши, это,
на понтах, как бы там в конфликте, в ссоре в какой-нибудь, что вот, ну, самые понтовитые это чеченцы и ингуши, я думал. Потом я поехал в Санкт-Петербург и учился там. И тогда я понял, что чеченцы и ингуши абсолютно не понтовитые по сравнению с русскими. Понтов в русских вот этих парнях там туда-сюда, ну просто девать некуда. Понимаешь? И вот это сейчас твои понты, ничего не будет, всего мира не будет и так далее. Вы эти понты в начале еще, в 2014 году, говорили про Украину и так далее, что если мы там, мы попадем в рай, они все сдохнут, если не будет России, зачем быть этому миру, там, третье, десятое и так далее. Так вот, я клянусь Господом, вы никогда не примените это оружие, если будет угроза лично для Путина. Понимаешь? Лично, если для Путина это будет угроза. А если там ударить по вам, по Украине, потом вам ударят там по какой-нибудь Москве, а Путин будет в бункере, и он будет готов к этому, да, тогда спокойно он это применит. Вы вообще никто, вы холопы, вы вообще для него, вы грязь, фигня из-под ногтей для него, понимаешь? Вы будете пускаться, как сейчас, каждый день 1000 человек, более 1000 человек вас уничтожают и получают ранения. За то, что Путин еще просидел один день в Кремле. Поэтому все эти ваши дешевые понты, они ничего ровным счетом не стоят. Вас никто не боится уже, понимаешь? Вначале немножко привели вы в шок людей, там, атомными бомбами грозя, там, и так далее, и так далее. Здесь есть меры, которые уже приняты, и они не такие, что вот сегодня приняли, потом вы воткнули заднюю, и тоже тут сказали, ну ладно, они заднюю воткнули, не-не-не, так нет, не работает. Против вас принимаются меры на десятилетия. Русской культуры, русского языка, русской истории, которой нет, кстати говоря. Русское все вот это, что у вас есть, это все будет переходить под контроль украинцев. Никакой русской культуры больше не будет. Где-то, может, там у вас, где-то в Рязани, где-то, может, останется музей русской культуры. Ну, или у вас на России. А здесь, в Европе, вас вычленяют отовсюду. Вас не будет просто, понимаешь? И вас никто не боится. Вот эти ваши дешевые понты. Только попробуйте нанести удар. Про НАТО я не говорю, по Украине нанесите. И тогда вы получите моментально ответку. Даже если вы попробуете нанести, вы получите удар, ответку. Понимаешь? Поэтому все эти ваши понты дешевые, не будет, мы Россия, мы не победим. У нас 3-4 тысячи бойцов наших гоняли вашу армию, вашу вот эту доблестную армию по, сколько у нас там, 150 квадратов в длину, да, вся наша страна. Это что осталось от нее после 400 лет войны с вами. Вот по этой территории мы вас гоняли, как тузик грелку. Таня Волга говорит, историю читай, мне по возрасту не надо Google читать, понимаете, ей по возрасту уже все, ей нельзя. Там в Гугле ограничения, если ты определенного возраста, то уже читать нельзя. Есть великие воины Чечни, а такие, как ты, продался. Говорит, ты ж только что про всех чеченцев говорила, которых депортировали, и что Сталин правильно сделал. А теперь, значит, есть хорошие войны. А значит, Кадырова вы побаиваетесь, да? Теперь, а его, если он чеченец, конечно, я точно не знаю, насколько он чеченец. Если он чеченец, его родственников тоже депортировали, его деда там и так далее, и так далее. Надо посмотреть, Ахмад Кадыров где родился, если он до 1958 года родился, то он должен был родиться в Казахстане, где-то в Средней Азии. Так, о чем ты тут несешь? Только что говорила одна. Ты... Ладно, не буду тебя больше обращать на тебя внимание. Сталин и Гитлер совместно начали Вторую мировую войну. Абсолютно так, Алаш, абсолютно 100% так. Гитлер со Сталином начали Вторую мировую войну 1 сентября
1939 года. Через 2 года, да, в 1941, 2 года получается, или почти 2 года, не поделили что-то. Сталин, понимая, что немецкие войска ушли на запад, захватывая Францию, там другие территории. И как бы по-нашему, как говорится, в тыл, да, из-под тишка союзнику, другу, вместе начинавшему войну, чтобы пока он туда ушел. Кстати говоря, этот же метод использовал ИГИЛ в Сирии против вот этой антиасадовской оппозиции. Антиасадовская оппозиция захватывала территории, базы Асада и продвигалась вперед к Дамаску, а ИГИЛ, который русские и иракцы подготовили, партия Баас, подготовили, они шли сзади и захватывали то, что захватывали вот та вперед ушедшая, захватила вперед ушедшая антиасадовская оппозиция и оставляла там небольшую там свою группу охранять воинские части. Вот их ИГИЛ захватывал. Вот то же самое попробовал сделать Сталин. Об этом узнал Гитлер, и он сыграл на опережение. Два мерзавца, два людоеда поссорились и устроили еще одну войну. И знаете, надо было тогда Советский Союз тоже добивать, я считаю. Так, почитаем у нас комментарии в ТикТок. Валейк салам, ламанас, башоваль. Слава Украине, все будет Ичкерия. Да, Алмула. Мак Елена. Большинство русских ненавидят всех и вся. Мания величия, лживость, человека-ненавистничество. Это их главные черты, говорит Мак Елена. Ну, не знаю, не могу спорить. Отправить ролик в ФСБ, говорит Денис Селин. Пожалуйста, Селин, Денис, пожалуйста, только не ФСБ. Не делай этого, да. Ты ж не хочешь навредить бедному чеченцу, да. Не делай этого. Сбой матрицы и нациян. Их повергают в шок, когда чеченцы заявляют о независимости своей республики, выступают за сотрудничество с странами Североатлантического альянса. Да, Садула, это умышленно, Бог, да. ويهودايان تان اوگر تاتوش دگا اوگایا ای حاجه حاجه سين تغوش ديسان ومش مدوخز اخ تان تاتوش هم خلي бьем туда даем, дизель. Кстати говоря, я выложил фотографию. Выложил фотографию у себя в YouTube-канале в разделе «Сообщество», где сидит Шамиль Басаев со Стечкиным на боку, опустив голову, и в кабинете главаря. Они, короче, отвлекают меня сообщения. Хорошо, давайте сейчас момент, где он. Момента морода. Сидит Шамиль Басаев, у него висит пистолет, он опустил голову и там что-то делает, короче. Смотрит себе там на пистолет. И висит портрет Ленина, и он сидит в кабине, Кочубей, по-моему, его фамилия была, главаря
КГБ по ЧАСР, тогда ЧАСР называлась. Кочубей, по-моему, фамилия была этого ГБшного главаря. Так вот, я обратил внимание, это Садулла, это я возвращаюсь к тому, что я сбиваю их вот эту всю матрицу. Я обратил внимание, что везде появляется эта фотография, где сидит Шамиль Басаев, и вместо Ленина там Байсангур, Байсангур Биноевский, который, потом еще какая-то там фотография бывает наших бойцов. И такое впечатление, вот у меня возникло мнение, что они боятся, что будет штурм здания ФСБ, УФСБ, банды УФСБ во временно оккупированной Чеченской республики Ичкерия. И мне показалось, что они хотят, это просто, когда ты следишь за этим, сразу это бросается в глаза, что эта фотография появляется, и везде вместо Ленина это путаница. И когда появляется там Байсангур или какая-нибудь другая фотография вместо Ленина, вы не можете понять, в каком кабинете, где сидит Басаев. Вот эта фотография, вот портрет Ленина, большой портрет Ленина, оно дает понять, что это где-то в советское время в каком-то совковом здании находится. Ну и сразу мы понимаем, что речь идет о КГБ СССР. Это легко потом можно установить, если человек поймет. А если это распространять, что висит фотография Байсангура, вот этот портрет Биноевского, нашего бойца, и, ну, она заменена, Ленин заменен на это. И то возникает мне, ну, непонятно. И я понял, что они делают, ну, или предположил, скажем так, что они делают. И теперь я эту фотографию выставил везде у себя. Теперь она у меня на YouTube-канале, вместо моей заставки, где я был. Теперь будет всегда Шамиль Басаев в кабинете главаря КГБ ЧАСР Кочубея. И всех я призываю эту фотографию сохранить и распространить, уважаемые чеченцы, кто не находится в фашистской России, либо во временно оккупированной Чеченской республике Ичкерия. Распространяйте эту фотографию, потому что этим они хотят сказать, что их здание не бралось. Когда я выложил эту фотографию, сразу появились странные, обычно кто мне не пишет, мы знаем, что мне мало кто пытается писать, даже те, кто находится здесь, и начали говорить, что уже вывели войска, это правда. Это неправда, неправда. Войска вывели в 92 году, в июне, я говорился, в июне. А захват здания КГБ произошел 5 октября 91 года. То есть еще почти год войска не будут выведены из Чеченской республики. Но здание КГБ уже было захвачено. То есть на территории Чеченской республики находится российский, советский еще военный контингент, и чеченцы захватывают здание КГБ, Кочубей где-то бежал или в командировке, или еще как-то. И это был такой переломный момент, потому что главным злом в Чеченской республике Ичкерия, как и в других регионах Кавказа, где оккупировала Россия территории в Дагестане, в Ингушетии, главным злом, главным провокатором, главным источником зла является УФСБ по данным данных вот этих республик или и так далее, районов, республик или краев там и так далее, и так далее. Поэтому я так полагаю, гибнюки испугались, что скоро может быть штурм здания УФСБ по Чеченской республике. А это самые главные бандиты и ублюдки, которые убивали огромное количество чеченцев. Я еще раз напомню историю, которая произошла в конце 16-го, начале 17-го года, когда Игорь Хвостиков, главарь банды УФСБ по Чеченской республике, дал приказ вооруженным силам ФСБ, второй полк имени Ахмада Кадырова, который возглавлял Аслан Ирисханов, задержать определенных лиц, молодых чеченцев. По разным данным было задержано несколько сот чеченцев в Чеченской республике. Из них около 100 чеченцев были определены как так называемые амиры, то есть главные вот эти командиры, что не соответствует действительности. Большая часть этих людей были родственниками чеченских бойцов, чеченских
сопротивленцев и так далее, и так далее. Этих людей, это 100 человек. Ну, «Новая газета» пишет о 27 человек. По моей информации, их было около 100 человек казненных. 27 человек было казнено вот на этой базе Аслана Ирисханова вооруженных сил ФСБ имени, второй полк имени Ахмада Кадырова. Их заставили написать подписку о невыезде. Затем их телефоны, ну все это было отобрано при задержании, заводили в комнату, в соседнюю комнату, где у них проходит учение, в подвале, подвальное помещение, где не учение, а бильярдное у них там находится в подвальном помещении, а в соседняя комната от бильярдной находилась бойлерное или какая-то там складское какое-то помещение такое было. Туда заводились, человек клался на живот, на него садился на ноги и на спину один человек, ставили на голову ногу, он на наручниках, соответственно, руки связаны, на шею накидывался альпинистский канат, и таким образом их душили. Сперва первый был застрелен, затем Аслан Ирисханов возмутился, потому что запах крови очень стойкий, поэтому как-то нужно по-другому. И они вот таким вот образом просто задушили этих людей и казнили этих людей. Затем их телефоны отправили в Сирию. И из Сирии они присылали сообщения родственникам, что мы добрались на джихад, мы все там нормально, там туда-сюда. Трупы убитых, и Игорь Хостиков, главарь банды у ФСБ, всем этим занимался. Допросы проводили ФСБшники, в том числе и дагестанцы, и чеченцы, которые там присутствовали, и русские, соответственно, из ФСБ, которые допрашивали вот на территории вот этого полка имени Ахмада, вооруженных сил ФСБ, полк Ахмада Кадырова, 2 назывался, второй полк имени Ахмада Кадырова. Затем, для чего убивались эти люди? От их тел избавились, их тела сжигались, их тела хоронились на православных кладбищах, чтобы их не искали родственники. Сжигались на покрышках, бросались в реку останки оставшего сожженного человека. И таким вот образом русские террористы забирали их документы, их паспорта, их перед тем, как их казнить, их каждого очень подробно допрашивали, вплоть до почему шрам у тебя на ноге, который ты в детстве получил, упав там с дерева и так далее, и так далее. Писалось, ну какое отношение имеет шрам, который ты получил там в 10 лет, например, упав с дерева, какое отношение имеет к там, терроризму, там, 3-10. И потом складывается картина из всего этого, их документы передаются своим сотрудникам ГРУ, которые, и в том числе там есть люди, которые говорят на чеченском языке, может даже есть чеченцы, в основном это не чеченцы, ну и чеченцы тоже, им передаются документы вот этих казненных 100 человек, то есть целая рота, и все эти прекрасные сотрудники ГРУ отправляются прямиком в Сирию, в ИГИЛ, и в Ирак. ИГИЛ, понимаете? У них легенда о том, что его батя воевал, его дядя воевал, шрам он получил там, помнишь, я упал с дерева какому-то там парню, откуда шрам там зацепил, там создается легенда, короче говоря. И вот таким вот образом создаются свои собственные офицеры ИГИЛа, которые находятся, российские офицеры, и ИГИЛ, которые находятся. Ну и таким вот образом они потом затягивают других чеченцев, которые не в ИГИЛ, но пришли помогать сирийскому народу против Асада. Если мы все помним, что вся Европа и весь мир поддержали антиасадовскую оппозицию, и чеченцы, которые поехали поддержать сирийцев против Асада, который являлся потомственным тираном, вот эти все чеченцы спокойно выпускались из Европы, которые ехали туда, и все было нормально. И вот эта банда из 100 человек из ГРУ, которых казнили и под другими документами отправили туда, вот эта банда, она затягивала других чеченцев, ну и потом их использовали. Если ты пришел воевать, сражаться и готов умереть, и тут есть такие организованные профессионалы, которые и батя воевал, и дядя воевал, и там сосед, друг, все у него воевавшие,
ты слышал про него, там, например, это с твоего населенного пункта какой-нибудь боец, который не жил в этом населенном пункте, но ты знаешь по фамилии. Но это у нас, у чеченцев, это так, мы как наводим справки друг про друга. Все это они знают, потому что там есть предатели, которые враги чеченского народа, которые выкладывают все русским, даже то, что русским в голову не придет, они им все разжевывают, рассказывают. И вот таким вот образом чеченцы представляются игилоидами, чеченцы уничтожаются массово у себя на территории, и на весь мир нас представляют террористами, фашистами и так далее. Это один случай, который стал известен благодаря Сулейману Гезмахмаеву, который входил в этот второй полк имени Ахмада Кадырова вооруженных сил ФСБ, которого товарищ принимал участие в этой казни, который не выдержал этого всего, рассказал это кому-то, какой-то там даме. Эта дама рассказала, что он не может перенести вот этот морально-психологический давление, которое у него в голове происходит из-за этого случая казни вот этих людей. И после этого к нему домой приехали люди, вызвали его и прямо выстрелили в лоб и застрелили, и сказали, этот человек представляет ЛГБТ, и поэтому не открывайте ворота. У нас, когда хоронят человека, 3 дня держат ворота открытыми, то есть таким образом показывая, что есть траур, и каждый желающий может зайти и выразить соболезнования. И после этого Сулейман Гезмахмаев, у которого друга убили, и он служил, и сослуживца его убили, перебрался сюда в Европу и попал сюда, в Гамбург, где я записал первые его вот эти слова, и после этого дальше подключилась уже и «Новая газета», и «Мемориал», по-моему, там подключился, и здесь международные правозащитные организации. И таким образом ОБСЕ запустила механизм, так называемый московский механизм за мониторингом за права человека, по правам человека в Чеченской Республике. Только от 2017 года. То есть далее то, что убивали чеченцев, ОБСЕ не интересует, но вот это. Для меня это тогда было просто радость. Я был рад, что мои действия принесли, хотя это полная заслуга Сулеймана Гезмахмаева, но я был рад, что я принял в этом участие, и что я был тот, кто был катализатором этого всего, чтобы вот это преступление было раскрыто, и, по крайней мере, были виновные хотя бы сейчас установлены. И еще самое, чем мы гордимся, это то, что были люди еще подготовленные для убийства, которых готовили для убийства, но благодаря тому, что Сулейман Гезмахмаев проявил мужество, эти люди, к большому сожалению, получили большие сроки, но не были казнены, они сейчас находятся в тюрьмах. И вот такая вот история, чтобы вы знали, что мы все говорим на этом канале, говорят только правду, ничего кроме правды, и всегда будем говорить эту правду, чтобы вы понимали, что происходит. Да? Вот такая вот история, и будем дальше говорить эту правду. И все то, что мы говорим, оно подтверждается фактами. Все, что мы говорим, подтверждается фактами. Баркал Джеки Чан, Саши Пацан Диан, Машуэль. Так. Тебе не стыдно прямой эфир вести? Говорит, очень стыдно. Так стыдно, кушать не могу. Так. А почему кто-то остался жив, оставшихся не расстреляли? Ну, я не понимаю, что ты имеешь в виду, кого из оставшихся живых. Там были люди, которые, парни, молодые люди, чеченцы, которых должны были казнить, но благодаря тому, что Сулейман выехал и рассказал нам здесь, и мы придали это огласке, благодаря этому, еще один важный момент, который нужно упомянуть, Минкаил Мализаев и этого Сулеймана Гезмахмаева привез ко мне сюда, в Гамбург. Они вместе ко мне сюда приехали. Вернее, их, ну, вот они сюда добрались. Поэтому тоже, чтобы потом Минкаил не говорил, что я его тут, его роль я не учел.
Это известный факт, я поэтому говорю это. Если это был неизвестный фактом, и Минкаил Мализаев об этом сам не говорил бы, я бы его имя не произнес бы. Но раз он сказал, я должен его имя тоже упомянуть. Потому что это была большая-большая победа, что мы смогли... Ох, сколько вы тут настрочили. Тема была интересная, я так понимаю, да? Нас сейчас смотрит около 1000 человек. А догадайтесь, сколько лайков вы поставили. Ну что, кто не в России, давайте, да, ставьте лайки. Да. Ассаламу алейкум. Дудаев был прав? Джохар Дудаев? Алейкум салам. Конечно, был прав Джохар Дудаев. Правда, Америка это злая или нет страна? Я не знаю, что ты вкладываешь, злая или нет. Америка это величайшая страна истории человечества. На сегодняшний день по мощи, по достигнутым уровням прав человека, по свободам, это величайшая страна. Это не просто только Америка. Надо брать в целом, да, англо-американскую цивилизацию, это, ну, и римская цивилизация, ну, и арабская, все это, конечно, повлияли на то, что есть сегодня Америка, и вот сегодняшняя западная, так называемая западная цивилизация, конечно, сегодня они успешно идут вперед. Что можно сказать? Господи, благослови Америку, я могу сказать только. И 1000, кому ты нужен, говорит. Юра, только что 1700 смотрела. Leon, that's... Аллах тебя покарает, говорит. За что меня Аллах покарает? За то, что я говорю правду, за то, что я борюсь за права своего народа, за это меня Аллах покарает. Ясно дело. Так. Какая правда. А я не согласен, Лемон, с тем, что он говорит. Чеченский народ войдет в историю России как самый бесстрашный народ России, говорит. Мы не являемся народом России. Я не согласен с этим. Он с подвохом это пишет. Мы не являемся народом России. И нам не нужно признание России, чтобы вы нас считали страшными или бесстрашными. Плевали мы с самой высокой колокольни на вашу империю, понимаете? Мы не хотим ничего общего с вами, кроме хорошо укрепленной государственной границы. Ров пятиметровый и крокодилы в этом рву. И каждые 100 метров пулеметы, да, с гранатометами, да, или там, что сейчас у Америки самое передовое, да, вот это все взять и поставить. Вот что нам с вами общего надо, да, больше ничего не нужно. Пока не деоккупируете нашу страну, не привлечете к ответственности всех виновных за смерть 300 тысяч граждан, 30% от числа нашей нации, 300 тысяч граждан, убитых вашей фашистской русней. Вот пока вы не восстановите полностью, не компенсируете нам все это, до тех пор ничего общего с фашистской русней иметь я лично не желаю. Абсолютно ничего. Вы думаете, вы только там Украине будете выплачивать? Вы будете и нам выплачивать. И возмещать все, что сделали. Ичкерийцы нам не братья, говорят. А вот Гойон Лемоназ, вот что он имел в виду. Они боятся говорить против чеченцев, как раньше. Потому что против всех чеченцев, если сказать, там может появиться там какой-нибудь кадыровец и настучать ему по макушке. Поэтому они говорят, вот ичкерийцев не любят они, теперь они любят там пророссийских любят и так далее. Мы вам всем дарим их, всех вот этих пророссийских мы вам отправим. Хорошо? Кого не посадим, тех всех отправим к вам, не волнуйтесь. Да? Ну или в Украину на суд.
Там тоже есть кто будет с вас. Спрашивай, какую страну ты представляешь? Я представляю Чеченскую республику Ичкерия. Ичкерия. Вот кого я представляю. Любят, не любят, но Ичкерия навечно. Да, Алмула Ичкерия. Ичкерия навсегда. Навеки вечно. Совершенно верно, Ламанас. Так. Аллах тебя за это покарает. Мне очень нравится, когда русские начинают говорить за Аллаха, когда они любят топить за палестинцев, там туда-сюда. Ну вы что, ребята, вы что, вы думаете, мы забыли? Вы-то, как Иван Непомнящий, родства быстро все забываете, да? У вас как память, как у рыбки вот этой трехсекундная. Мы ничего не забыли, господа, да. Понимаете, мы все помним. Мы помним, как ваш Путин грозился воевать с Аллахом, если это потребуется. Будем воевать с Аллахом, говорил ваш Путин. Как вы везде там вычленяли все, что связано с чеченцами, с мусульманами. Как вы получали от иранцев шахеды и переименовывали их. Вот буквально вчера это было, понимаете? Вы их переименовывали, потому что слово «шахед» для вас уже представление вашей фашистской культуры. Это считается там какой-то ужасный враг и так далее. А тут приходится у иранцев брать шахеды с названиями. А шахед – человек, который погиб за веру. За общее что-то, за людей погиб, за веру погиб, за еще что-то. Ничего плохого в самом слове «шахид» не было. Это обычный термин в исламе. Но вы это так раздували, как вы в свинячьих шкурах хоронить. Вы Масхадова, который Масхадов, Аслан Масхадов, которого, вот Басаев Шамиля выложил это видео, который сказал, что он не хочет опозорить Россию за те злодеяния, которые она делала. Я не понимаю, это президент чеченского народа был или нет. Мне это сложно, конечно, понять, действия Аслана Масхадова. Но когда он вот это сказал, ему сказали, приезжай в Страсбург, мы тебя тут примем, там, Европарламент, видимо, и там признание Чеченской Республики должно было произойти. А он дал слово Лебедю и сказал, что он не нарушит слово, данное Лебедю, и не будет позорить Россию. Представьте себе, это наш президент, которого мы выбирали. Да, лазват обал дуэльк. Но это невероятно просто, что это. Вот я повергнут в шок просто, что говорит Шамиль Басаев на митинге. Он говорит об этом. И мы вот таким вот образом пытались сохранить ваше лицо, понимаете? Рыло, вот это свиное рыло империи. Мы пытались, вот этот Аслан Масхадов, по наивности своей, по благородству своему, по глупости, не знаю почему. Он пытался сохранить ваше лицо. А вы его убили и похоронили в свиной шкуре. Представьте себе советского офицера, полковника, который никакой не террорист, не радикал, никто. Просто он мусульманин. По рождению этнически он мусульманин. Вы ненависть к мусульманам проявляли как только возможно. Понимаете? Это ваша гордость была, что вы показываете Западу, что вы ненавидите мусульман. И Запад говорил, ну эти мусульмане опасные, ну пусть тогда русские ими занимаются. Да, пусть занимаются. И вы рьяно это делали. Вот вы кто такие. Вы человека, который уважил вас, похоронили в свиной шкуре, убив его, понимаете, окружив его, и чтобы вам не сдастся в плен, он предпочел смерть плену. Хоть он и был наивен, наверное, но при всем при этом он был благороден. Вот и отличие от вас. Хотя вы и Лебедя тоже потом кончили. Да. Так, пойдемте дальше. Кока-кола, говоришь? Банка Кока-колы от Байдена, говоришь? Ну, сейчас мы как раз... Тут нам Байден прислал, немножко осталось уже. Надо эту байденовскую взятку раздавить. А то у нас жара неимоверная тут настоит. Шмоли?
И вот вы нам рассказываете про там ислам, как ты можешь, ты же мусульман. Вот еще один пишет, мусульманин поддерживает Америку. Конечно, поддерживаю. Поддерживаю не то слово, да. Америка даже не знает, насколько я ее поддерживаю, да, и насколько в нашем лице чеченцев она может себе найти верных и надежных союзников и друзей. Точно так же и Израиль найдет в нашем лице. Все найдут, кто захочет с нами иметь в это трудное время, кто нам протянет руку. Ведь все равно все меняется. Рано или поздно мы станем свободными, да. Поэтому не упустите свой шанс, Дион. За вас, Дион, за вас, за нас, за Ичкерию. Так, пойдемте дальше. Так, мы уже почти 1,5 часа в эфире, еще полчасика с вами посижу, и я побежал, Дион. Так, давайте я перемотаю тут. Так, Шамсад Машой, тут трудно найти, ты видишь, что тут творится. Побежал молиться Америке, говорит, 333. Ну, молись, давай, правильно. Вам уже пора молиться. Вы все равно будете молиться, поверьте мне. И, Господи, благослови Америка, будете говорить. Я вам зуб даю, да, путинский. А мне кажется... Так, Дейлер Самашхоль, так, Шамсад, так. Тут бы сейчас кого-нибудь случайно не забанить, но... Россия уничтожает только террористов и нацистов, говорит Виктор Меркер. Ну, конечно, любой ребенок, которого сейчас вы в Киеве разбомбили, конечно, это нацист и террорист. А кто как? Кого попала пуля, бомба, ракета, вот тот и есть террорист. А это чисто по-русски, конечно. Вы это можете. 300 тысяч чеченцев, граждан Чеченской Республики, в том числе наших России, русских вы убили, и не только русских. Вы убили. Тоже террористы все были, 300. И самые маленькие новорожденные были, и беременные женщины, которым животы вспаривали, в Валда, в Самашках, которые в Самашках детей 22 ребенка там убили в школе. Вешали на деревья подвес. Конечно, все террористы и нацисты. А как по-другому? Конечно, Россия же, она же только же с террористами воюет. Конечно. Главное в это верить. Верьте в это. Так, где тут у нас? Чтобы... Узнаете парня, Дион? А? Воин, защитник Украины. Пусть земля ему будет пухом. Дедусика узнали, наверное, да? Ассаламу алейкум из Америки, штат Флорида. Ва алейкум ассалам ва рахматуллахи ва баракату. Маш Вовель, Америка, Флорида, да. Вот Иван Иванов тоже беспокоится о Палестине. Почему-то вот вы беспокоитесь о Палестине. Сейчас что у вас, какая любовь у вас появилась к мусульманам, я не знаю. Какая-то нездоровая. Что-то мне не верится в вашу любовь. Что-то она у вас какая-то очень такая подозрительная, да? Не искренняя, скажем так. Тебя слушать можно отупеть, говорит Вирт Кат Коннор, да. Тебя слушать можно отупеть. Он уже отупел, понимаете? Он уже слушал и отупел, да. И признался в своей тупости.
Так, реалити гасит руснявую пропаганду. Да, Шамсад, абсолютно. Причем делаем с удовольствием это все. Чертовка, привет. Шалом, Израиль. Чертовка. И Осетия, шалом. Самашки, ОМОН, Осетии. Нет, там в Самашках были другие, там были русские, были какие-то наркоманы, зэки, какой-то сброд был людоедов, которые сжигали, убивали все подряд. Привет, я здоров, ты не видел. Да, я видел, твое приветствие я увидел, но отвлекся на разговор, а потом уже твой этот комментарий уже исчез. Да, я видел, приветствую тебя, красавица. Так, ты кто по нации? Я чеченец. Так, вот тут у меня как... Привет, ты ночи? Да-да, я ночи. Так, уважаю, вот, спасибо. Вот кто-то пишет комментарий, а то все эти наши тут недруги появились. Ну, недруги, конечно, громко сказано. Так, пыль, да. Как можно поддерживать геноцид мусульман? Ты что, клинический, что ли? Кто поддерживает геноцид мусульман? Я мусульманин. Кто может поддерживать? Даже я не мусульманин не может поддерживать геноцид кого-либо. Я против любого геноцида, понимаешь? Против любого. А вы, фашистская русня, только этим и занимаетесь. С Али с ТикТока тоже общается? А кто такой Али? Я не знаю, кто такой Али. Так, отправил. Подарок отправили, да? Я что-то не понял. Спасибо за подарки. Вижу, что что-то прислали мне. Спасибо. Мне повезло, что я попал к вам в гости. Всегда, пожалуйста, рады. Подписывайтесь, друзья. Наш канал запрещен на территории фашистской России. Нам всячески препятствует. Буквально 4 месяца назад только наш канал стал развиваться. У нас 36 тысяч подписчиков было уже лет 4 года. Наверное. Первые несколько месяцев мы набрали вот эти 30 тысяч подписчиков. И потом они списывали, постоянно долбили наш канал. И только 4 месяца назад, о чудо, наш канал начал прорываться на территорию фашистской России. Хотя он запрещен, но во время стрима прорывается наш эфир, и если это видео вот в таком вертикальном формате, если я его веду, и вот буквально за 4 месяца вот мы набрали 1050, по-моему, уже подписчиков, и канал продолжает расти. Видимо, все-таки, да, YouTube начал чуть быть справедливым, а не ложиться под фашню. Но вот будем дальше развиваться. Поэтому подписывайтесь, заходите. У меня огромное количество интересных фактов на канале, исторических, важных фактов. Если вы хотите знать что-то про Чеченскую Республику, добро пожаловать на наш канал. Про Чечню, чеченский народ, чеченское государство, про борьбу чеченского народа, про права и, конечно, про Украину. Тоже очень много. Гутен так. Моин. Ассаламу алейкум. Валейкум салам. Кому ты нужен России, говорит. Ну, нужен, не знаю, ну,
уголовные дела вы каждый день против меня возбуждаете. Если не нужен, что же вы так запрещаете меня там? Если я ничего, никакой угрозы вам не представляю, то что вы тут? Уголовные дела, иноагент там, родственников забирали, бывших моих родственников пытают. Меня тут заказывают. Зачем? Я же ничего не делаю. Всего лишь веду YouTube канал делаю. Что я такое делаю? Наоборот, не радикал, не призываю, наоборот, не быть радикалами. Почему-то вам это не нравится. Что такое? Не пойму. Я не могу понять, в чем дело. Вы мне объясните, я постараюсь, может быть, исправиться. Да. Скажи адрес. Скажи адрес, мы подъедем. Иса Алаудинов. Иса, ты не брат этого Аптишки Алаудинов? Вы каждый раз говорите, приеду, что-то вы не приезжаете. Приезжай в Гамбург, мой WhatsApp номер здесь есть в TikTok и здесь есть в YouTube. Под описанием под видео, WhatsApp номер. Приезжай на железнодорожный вокзал города Гамбурга, центральный наш Хабанхоф, и набирай, пожалуйста. Я вас всех жду, да, вы все только тут смелые. Никто не приезжает. Ну, приедьте один раз. Билет только в один конец берите, сразу предупреждаю, да. Сразу предупреждаю, чтобы потом не было, что вот я тут билет купил, мне обратно ехать. Не-не-не, в один конец только. Мусульмане бегут от режимов исламских стран в Америку, а потом там же хотят халифат сделать. Да-да, чертовка, совершенно верно. Еще знаете, что очень интересно? В Турции сидят. Здесь, в Европе сидят разные деятели, которые хотят в Чечне построить халифат. Там шариатское государство, исламское государство, потому что это, как это называется, Дар аль-Исламия, все земли мусульман, там туда-сюда, третье, десятое. Дело в том, что если это ты строишь халифат, а халифат, как они полагают, он должен быть на весь мир, я им предлагаю, вот они в Турции находятся, в Турции прям начинать. А зачем ждать? Чеченский народ постгеноцидный. Давайте во всем мире установите его халифат, а Чечню вы самый последний туда присоедините. Потому что чеченский народ постгеноцидный народ, нам очень тяжело, дайте нам окрепнуть. Но почему-то они не собираются в Турции, в Европе этот халифат устанавливать там. Хотя Турция это та самая страна, которая была последним халифатом. Там бы логично было начинать это все. Но почему-то они не хотят прийти в Чечню, и там устанавливать вот эти законы, которые они там халифатские устанавливают. А у нас, ну, к большому сожалению, для их большому сожалению, наша страна демократическая, правовая. Ну так сложилось, так сделал выбор чеченский народ, да. Поэтому мы ничего не можем предложить. А нет, они хотят прийти в Чечню. И самое интересное, я вчера общался с одним умным человеком, и он мне сказал одну вещь. Ты знаешь, говорит, Аслан, вот эти строители халифата, там шариатчики, мариатчики, они ведь не против России готовятся воевать. Они готовятся после того, когда мы деоккупируем свою страну, придем в свою страну, они против нас будут воевать. Понимаете? Они будут воевать не против России сейчас, что они как раз и не делают. Они будут воевать, когда мы деоккупируем, когда наш президиум, правительство добьется признания, все вот это вместе произойдет. Вот после этого они будут воевать против нас. То есть какого-нибудь там бедолагу, скажем так, обработают, обвяжут его, давай, взорви вон там какого-нибудь там президента или министра и так далее. И теракты будут делать. Вот к чему они готовятся. И я так подумал, а он прав. На самом деле, да, где они воюют? Я что-то не вижу, чтобы они против России воевали. Никакой информационной деятельности не вели, да, кроме вот этого турецкого Кавказ-центр. Сейчас немножко активизировались, но опять же, все делается не для чеченского народа, а для турецких спецслужб, для Турана, Мурана там, и так далее, и так далее. Что нам, чеченцам, не интересно вообще. Так, давайте комментарии ваши. Бедный Арцуй, он вынужден за копейки, ну, там, гадить, обтирать Россию, говорит Лорад. Ну, смотри, во-первых, не вынужден.
Во-первых, меня никто не заставляет, я это делаю с большим удовольствием, потому что большая пропаганда идет против нашего народа, и я вынужден это делать. И самое главное, я умею это делать, и мне это нравится. Это раз. Во-вторых, ни копейки, ни цента, ни евроцента, ни американского цента мне никто не платит. Большому сожалению. Большому сожалению. Это большая проблема, да. Но что поделаешь. На войне олигер, ком олигер, как говорится. На войне, как на войне. Всегда кричали, что Кавказ не с ними. Кто кричал? Что думаете об имаме Шамиле? Я вообще о нем не думаю. Некогда, да. CNN сообщает, что была сорвана российская операция, целью которой было убийство гендиректора Рейнметалл. Рейнметалл производит артиллерийские снаряды и технику для Украины. Абсолютно верю, и я знаю, что, да, это, кстати говоря, немецкая компания Рейнметалл, по-моему, немецкая наша компания, да. И да, так они и делают, они это они умеют. По России ездить нельзя, свободно и нельзя, говорит чертовка. Отмечаться нужно. Разрешение 3 месяца пребывания в регионе. Да, знаешь, что интересно, чертовка? Да, от Москвы, когда ты на машине едешь по всей России, то ты доезжаешь до Кавказа, ну, практически без блокпостов и так далее. Заезжаешь на территорию Кавказа, и все, пост. Здесь страны в Европе, они абсолютно без границ. Ты узнаешь по навигатору, что ты пересек границу государства, только когда у тебя в навигаторе язык поменялся, ну и по знакам ты видишь, что они чуть-чуть отличаются. Язык там написан, указатели там написаны на другом языке. А якобы одна страна, Россия, да, якобы Кавказ это единая там братская семья и так далее, и так далее. Каждый там, ну сейчас я не знаю обстановку, но тогда это было так. Тогда это было так. Странно, да? Такая дружелюбная, такая прекрасная Россия и какие-то посты там понаставлены. Очень странно, да. Что с этой русней не так, да? Еще где-то трансляцию ведет. Да, и ТикТок у нас идет трансляция. Одновременно идет ТикТок. Империя зла шатается. Ванька еле-еле стоит на ногах. Вот-вот падение. Да, я думаю, уже скоро мы увидим массовую сдачу в плен российских вот этих вояк в Украине. Массовую. Сейчас они и так сдаются. Массово это происходить будет. Вот вы увидите. В ближайшие недели, месяцы это может произойти. А если нет, чем ответишь? Ну, а кто ты такой, Алексей, чтобы мне спрашивать, ответить, не ответить? Я говорю свое мнение, я из складывающей обстановки говорю. Да я вижу, что российские войска, исходя из даже ваших источников, ваши паникуют, вот эти ваши террористы, которые развязали эту войну, они уже паникуют, они уже готовятся к тому, чтобы материалы доставать, как под Москвой сдавались, что нужно разъяснять, что даже когда 1 миллион или 1,5 миллиона сдались под Москвой в 1941 году, даже тогда Советский Союз не пал, там типа собрались, перегруппировались и нанесли ответный удар и так далее, и так далее. И я думаю, если они сейчас массово сдадутся, а к этому все идет, так как ваши вот эти кремлевские упыри, они уже практически открыто об этом говорят, и я так полагаю, что
когда это произойдет, у вас произойдет мобилизация всеобщая, всех будут забревать, и Москва закроется, так им станет, ощетиниться и будет обороняться. И они прямо говорят, что мы будем, что все зарождается в Москве. Ваш вот этот Федоров сидит, рассказывает, что 1,5-2 года, представьте, через полгода после начала войны, если спросили меня или посмотрели наш YouTube-канал, сразу поняли бы, что эту войну не выиграть. Но они меня не спросили и начали. Но сами они поняли через полгода. И Федоров сидит и говорит, что через 1,5-2 года, то есть 1,5-2 года уже тому назад, мы поняли, что штурмами мы ничего не можем сделать. Это говорит Федоров, депутат Государственной Думы и доверенное лицо Владимира Путина. То есть русских и россиян, и других уже 1,5-2 года отправляют на мясные штурмы, зная, что бесполезно победить. Так я вам это уже 2 года говорю. Кто вам друг тогда, скажите мне? Я вам друг или ваш Путин вам друг, который вам врет, 2 года вас на смерть отправляет? Вас уже 350 тысяч убитыми и ранеными, как говорит Байден. Понимаете? За это время вы столько погибли. Ну кто вам враг тогда? Я вам враг? Да я вам дело делаю, понимаете? А вы меня тут обвиняете во всех смертных грехах. Я вам объясняю, я вот призываю, не отправляйте своих детей на войну своих. Вы же там бесследно исчезнете. Абсолютно никакого толка нет. Вы умираете за то, чтобы, еще раз, внимание, русские, россияне, сегодня вы не выиграете, вы стоите перед огнем, перед стеной огня и свинца. Понимаете, кого туда посылают, кто еще не в курсе просто, понимаете? Украинцы, когда они бьют дальше, они, когда вы подходите, вот мясом просто, когда вы завалите, они чуть-чуть отступают и дальше бьют, дальше, потому что у них дальше летят артиллерийские снаряды и так далее, и так далее. И каждый день, днем и ночью, по земле и по морю, по воздуху, железной дорогой, транспортом завозится мощнейшее, современнейшее и не очень вооружение Украины. Украина станет самой милитаризованной страной Европы и самой сильной армией Европы. Понимаете? Это будет защитник всей нашей Европы. Понимаете? Ну и, конечно, не только Украина, но и страны НАТО, которые, кстати, обязательно возьмут Украину. Просто сейчас брать, как понимаете, не хотят эскалации. Все произойдет. Все потихонечку произойдет. Поэтому каждый божий день вы получаете ранения и погибаете тысячи и более человек только лишь для того, чтобы Запад устал убивать вас. Да, Украина, Запад пожалел, потому что они здесь милосердные. Как бы вы про них не говорили, вот здесь на Западе есть права человека, милосердие, человечность, которая для русских, это для имперцев, для империалистов, это такой, пустой звук или так посмеяться, чтобы можно было. Понимаете? Он ждет, пока Запад устанет вас убивать, русские. А он не устанет вас убивать, этот Запад. Понимаете? Вот какую... Так. F-16 скоро будут бомбить по территории Русни. Да, Алаш, абсолютно так. Абсолютно так. Я мусульманин, говорит этот подхолопный, и мне за него стыдно, говорит. Когда будешь из-под русни голову высовывать, не сильно стесняйся, понимаешь? Не сильно стесняйся. Когда будешь высоко поднятой головой стоящего чеченца, свободного чеченца видеть, вылезая, высовывая один глаз из-под русней, не сильно стесняйся, не сильно. Все нормально, я тебя понимаю, не сильно стесняйся.
Так. Я половину твоих слов слышу в первый раз. В смысле, в первый раз. Аслан, пожалей психику. Ничего подобного, мама. Хир Бельчер, Давид Бабьезич Барбот, само. Так что как-то так-то. Рабы пришли освобождать свободных и учить их жизни. Не говори, чертовка, да? Без России Кавказ будет процветать, и Кавказ станет очень привлекательной экономической зоной. Совершенно верно. Одинокий, ассаламу алейкум. Тут паника, многие говорят, что... Алейкум ассалам. Да, паникуйте, дальше я вам хочу сказать. Да? Так, на рашке по ящику у пропагандистов паника. Пошли связи поставки оружия. Пошла в связи с поставкой оружия, да, наверное? Да, конечно, да все нормально там, да, война, если не исходить из того, что война, бомбят детские больницы, убивают женщин, детей, безоружных, если не это, ну, в эту, конечно, это все есть, как война, но у Русни нет ни малейших шансов, ни одной секунды, ни на одну минуту нет у Русни шансов. Понимаете? НАТО еще не вступало даже в войну. А если оно вступит, когда Путину будет тяжело, он ударит ядерным оружием. Попробует ударить ядерным оружием. Ну и тогда прилетит Дион. Ответочка. Это не прямой эфир, ребята. Нет, это запись, да? Это запись. Это не прямой эфир. А вообще я шучу, конечно, это прямой эфир. Ты же видишь, что написано? Стрим, с оружием все нормально в Украине. Да я бы даже сказал, более чем нормально. Если ты за Украину, чего ж ты воевать не идешь? Фикс-плей. Смотри, фикс-плей. За 2 русско-чеченские войны у нас принимало участие украинцев где-то 12 или 13, по-моему, бойцов. Некоторые погибли. Беркут погиб, там еще погиб парень. Ну, нас поддерживали украинские патриоты и так далее. Это, первое время, по крайней мере, это так было. Это раз. Во-вторых, у нас воюет, это 40-миллионная Украина, 12-13 человек было. Огромная благодарность и, как говорится, низкий поклон этим воинам и всем тем, кто нам поддерживал и помогал. И у нас лечились бойцы в Украине. Часть украинцев нам помогала, а часть была против нас. И я тебе скажу, с 14 года, как началась война, в 15 я приехал сюда именно, чтобы поддерживать, в том числе, Украину, и оставил свою прежнюю жизнь, работу, все, что у меня было, и перебрался сюда, в Европу, и поддерживаю Украину. Это раз. Во-вторых, за эти 10 лет я столько раз кричал «Слава Украине» и столько раз занимался информационной деятельностью для Украины, во благо Украины, что я тебе могу смело сказать, что за 20 лет войны, пока мы сражались, и в Украине появлялись такие люди, становились личностями, такие люди, как Залужный, Сырский, там другие, кстати говоря, русские, Сырский. Я так полагаю, может быть, я слышал, что он русский. Неважно, кто он. Важно, что вот эти люди становились, и мы дали Украине время. Мы пронесли колоссальный урон. Мы перенесли геноцид, страшнейший геноцид. Я как правозащитник, юрист, который занимался этими вопросами, очень хорошо знаю, что мы пережили и как квалифицируются в Уголовном кодексе и в международном праве те преступления, которые совершала Россия.
За эти 10 лет я столько раз сказал «Слава Украине!» и поддержал Украину, что, наверное, за все время, за 20 лет нашей войны все украинцы вместе не сказали столько «Слава Ичкерии!» или поддержали Ичкерию. Поэтому я юрист, я правозащитник. Если надо, конечно же, я возьму в руки оружие, но я против того, чтобы были войны и вообще, ну и защищаться, конечно же, обязан каждый и так далее. Поэтому я думаю, я на своем месте, я делаю для Украины больше, чем если бы я сидел бы в окопе. Как-то так, я надеюсь, я ответил на твой вопрос. Думаю, исчерпывающе я на него ответил. Турчинов начал бомбить Донбасс, и он ответит, и все украинцы заплатят за это. Я не сомневаюсь, что вы готовите геноцид украинцев. Я абсолютно не сомневаюсь. Я знаю, что вы делаете. Любой украинец, который сейчас не агент ваш, а который воюет против вас и потом предаст, или уже предал и перешел на вашу сторону, вы их всех ликвидируете, как вы ликвидировали чеченцев, которые воевали против вас, потом переходили на вашу сторону под ваши гарантии. Поэтому я абсолютно не сомневаюсь, что вы готовите геноцид украинцев, как вы делали геноцид чеченцев. Ну, как в том анекдоте, не шмогла русня, да, не справилась. Если бы вы могли бы, вы бы ни одного украинца в живых не оставили бы. Я клянусь Господом Богом, вы ни одного чеченца и ни одного украинца не оставили бы в живых. Понимаешь? Просто не шмогла. Но попытки есть, Леон. И то, что вы говорите, как говорится, все, что вами будет сказано, будет использовано против вас. Мы все это фиксируем. И будет суд, понимаете, над Путиным, над Патрушевым, над террористической бандой ФСБ. Будет суд, справедливый суд, который никогда в России не может быть. Будет и в Украине, и в городе Джохаре, и в Гааге. Обязательно будет. Понимаешь? А вы фашисты самые настоящие. Твой один этот комментарий говорит, что ты фашня. Слушай, ты что на языке русни, как ты говоришь? Ну так, ты что, фашист, что ли? Если я не буду говорить на русском языке, русские не узнают, что их каждый день более 1000 человек, чтобы Путин один день просидел у себя там в Кремле, там у себя на золотом унитазе, вы погибаете. Если я это не скажу, вы же трусливые, сами не говорите своим русским, то я должен это говорить, правильно? А я за тех русских, которые думающие русских, которые не хотят быть и не имперцы. Понимаешь? Деимпериализация должна произойти в России. Вот поэтому я на русском говорю. Я бы с удовольствием перестал бы вещать даже на русском. Но есть другие люди, которые должны знать. Американцы должны знать, немцы должны знать, украинцы должны знать. Так как мы владеем определенной информацией и навыками, и мы передаем эту информацию и разъясняем. Ты за хороших русских? Нет, те русские, которых здесь называют, которые сами себя обозвали хорошими русскими, это то же самое, что Путин, только в другой руке. Это Ходорковские, Каспаровы, там, Пономаревы, третий, десятый. Вот это все люди из одной породы, одного поля ягоды. Я за нормальных русских, не за этих, которые хапали, и сейчас их засылают, чтобы изображали они оппозицию. Или же они за то, чтобы сохранить вот эту империю. Я за нормальных, не имперцев русских. Вот их я считаю нормальными людьми. И еще один момент очень важный. Они должны быть не просто не имперцами,
Они должны признавать геноцид моего народа и преступления, совершенные в фашистской России против моего народа. Вот да, к таким людям я отношусь с большим уважением. Так. Суд будет над такими, как ты, которые одобряют Бандеру, Шухевича и всех остальных пособников нациста, говорит Денис Новосибирск. Денис Новосибирск живет под флагом пособника нациста Власова и рассказывает про Бандеру, которого репрессировали эти нацисты и преследовали. Причем угрожает чечено-бандеровцу не поддерживать бандеровцев. Извини, ну ты лох. Да. Какое преступление совершили русские против твоего народа, пишет Антон Казак. Слово «русский» пишется не с большой буквы, а с маленькой. Национальность всегда пишется с маленькой буквы. Ну, не для фашистов, не для русистов. Что совершили русские против моего народа? Во время большой русско-чеченской войны, или как вы ее называете, Кавказской войны, 2 века, более 2 веков назад, которая продолжалась около века, эта война, и закончилась с пленением, даже не с пленением, после уже убийства, казни Байсангура Биноевского, нас было 2 миллиона. Из них нас осталось 120 тысяч, то есть 5% нас осталось. Затем все это время геноцид продолжался, репрессии, там 3-10. Затем пришли коммуняги, они сказали, они расстреляли своего царя, сказали: чеченцы на Кавказе, вы нам нужны, поддержка от вас нужна, белогвардейцы, давайте вы нас поддержите против красных. А красные сказали: поддержите нас против белогвардейцев, и так далее, и так далее. И тогда один чеченец выступил и сказал очень хорошую фразу. Он сказал: какая нам разница, белая свинья, белогвардейцы, или красная свинья, это красноармейцы. И он был абсолютно прав. Хотя сейчас это все переделывают и говорят: белая свинья или черная свинья. Нет, он сказал: белая свинья и красная свинья. Понимаете? Белая свинья и красная. То есть белогвардейцы и красноармейцы. Вот это все было правильно. Хотя сейчас это переиначивается, белая свинья и черная свинья, видимо, это говорится для того, чтобы сказать, что там Америку, Запад мы не будем поддерживать, чтобы так это интерпретировать, а не то, что против русни. У нас враг только русня, имперская русня. Все, 4 века. В 1944 году вы всех погнали, до этого 30-е годы вы всех репрессировали, расстреливали, 40-е, начало 40-х годов, вы всех забрали на фронт, всех мужчин, кто отказывался, расстреливали. А затем вы всех наших женщин, когда уже немцев погнали, нацистов погнали, они находились уже в Европе, уже в Западной Европе, вы вероломно, пока все мужчины, кто может с оружием в руках находиться на фронте, там они находятся, вы вероломно их всех, наших женщин, детей, стариков, из чеченцев и ингушей, из около 700 или 800 или миллиона чеченцев и ингушей, вы уничтожили 60-70%, 600-700 тысяч нас. Может, я ошибаюсь, может, это отдельно чеченцев так. А по некоторым данным, до 2 миллионов даже было чеченцев и ингушей. Сколько вагонов было использовано, в товарные вагоны нас загружали, товарные, ни в какие там, ни в тепличные вагоны, ни в плацкартах, ни в комфортных вагонах, обычных скотских вагонах. 23 февраля, в самый лютый мороз, самое сложное время, самое лютое холодное место, Сибирь, Казахстан, вот эти места. Когда туда приезжали, вы местным говорили: едут людоеды, которые едят детей. И наши чеченцы, умирая, первые 3-4 года чеченцы умирали массово просто. Массово, семьями просто, от голода, от тифа, потому что на одну лопату на 10 семей давали, а по периметру солдаты.
А всем местным сказали, едут люди, которые едят детей. И чеченцы, умирающие с голода, не видели у казахов, у русских местных детей и жалели этих казахов и русских, потому что у них нет, они не видели за столько времени детей. А те прятали своих детей, понимаете? Вот такая вы свинья, ублюдочная русня, понимаете? Ублюдочная русня вы, понимаете? Вот что вы делали с людьми. И первые 3-4 года массово люди умирали. У меня, у отца, дядя, по-моему, родственник, который старше него был, ему тогда было 15 лет, когда он оказался в 1944 году в Казахстане. Лютый мороз, холодно и голодно, тиф, болезни. И еще вместо зэков вы натравливали. Ведь зэки вырезали просто чеченцев там. Кого могли, обессиленных женщин, детей, подростков, вырезали просто. За мной, конечно, наши давали отпор, но силы неравные против бандюгов, конечно. Женщины, дети, там с мотыгами, с лопатами кто-то, а у этих ножи, там, 3-10. И вот массово нас уничтожали вот таким вот образом. Понимаете? И вот у меня отца, вот этот родственник, он в 15 лет занимался, копал могилы для тех, потому что землянки были, чеченцы жили в землянках, а Джохар Дудаев, кстати, пока не забыл в этот момент, Джохар Дудаев, который родился в день высылки в 1944 году, находился 3-4-летним ребенком в этой землянке, он уже понимающий, вспоминающий, он вспоминал это. И их отец разжег костерчик в землянке. Спустился солдат, русский, как положено, русский солдат с винтовкой, со штыком, сказал потушить. Он сказал, ну как здесь дети все замерзнут, погибнут, мы же умрем, и так холодно, голодно. Не положено. И ногой вот так он потушил этот огонь. И навсегда этот Джохар запомнил. Понимаешь, 3-4 года ребенок запомнил на всю жизнь. И вы получили президента Джохара Дудаева, президента Чеченской Республики. А мы, каждый чеченец генерал и каждый чеченец герой. Кроме вот этой пехоты, которая не является, они сами себя назвали вашей пехотой. Поэтому вот что вы делали. Это только 1944 год. А что вы сделали в 1991 году, когда на законных основаниях мы с вами разошлись по-братски, по дружбе. У нас жили русские, которых вы потом убивали. Вы обвинили нас во всех смертных грехах, незаконно вписали, не проголосовав, не проводя референдум, ничего не сделав, вписали в свою фашистскую эту конституцию, которая была принята на 1,5 года позже чеченской конституции. То есть у нас уже и конституция, и государство все было, а у вас еще этого ничего не было. Мы приняли конституцию в 1992 году, в марте, а вы приняли конституцию свою в 1993 году в декабре. Понимаешь, ваше государство, Российская Федерация, образовалось позже нашего государства. Вы вероломно писали в свою конституцию нашу Чеченскую Республику, не спросив ни свой народ, ни наш народ. А мы не участвовали даже в приватизации, разделе советской собственности. Мы вам все оставили. Вот все 3 поколения батрачили на Советский Союз, мы все вам оставили. Просто оставьте нас в покое. Вы просто ублюдки. Вы фашня, которая должна быть остановлена. Понимаешь? Вот что вы сделали. Ты говоришь, что сделали русские? Россия что сделала? Вот что сделала империя. Да, она делала это с русскими. Я не спорю это. Русский второй народ, пострадавший в Советском Союзе, наверное, это русские после чеченцев. По массовости чеченцев, ингушей. Я их, как чечено-ингушские народы, я их беру. Нас я беру. А русские это второй народ. Но проблема в том, что мы это помним и отдаем память, дань памяти погибшим. И не хотим этого повторения. Мы категорически против этого повторения. А вы, русские, согласны с этим? Вы не помните уничтоженных ваших миллионов людей. Вы сейчас заново идете уничтожать украинцев, которых вы тоже миллионами уничтожили, искусственно создав голод. Понимаешь? Вот что сделала Россия. Россия абсолютно империя зла, абсолютное беспримесное зло. Понимаешь?
И вы должны быть остановлены ради того, чтобы человечество могло жить и развиваться. Вы должны перестать быть имперцами и стать нормальной маленькой европейской страной. И тогда все будет окей. На этом свой стрим заканчиваю. Все будет Ичкерия. Слава Украине! Господи, благослови Америку! Адикёль, Маш, ой, всего хорошего. До свидания, друзья.